С каморки начинался ваш поход, но в самом первом доме, символично, теперь у вас дворец и свой приход. Есть даже филиалы, что отлично. История Лисаковска и его библиотек неразделима. К сожалению, об этом очень мало написано. Мы постараемся восполнить этот пробел, рассказав о малоизвестных фактах и событиях. Но начнем с того, что в этом году Центральная библиотека отмечает свой юбилей. Ей исполняется 55 лет. Именно в этот дом в первом микрорайоне в 1967 году со станции Майлина была переведена библиотека, ставшая впоследствии культурным центром города. Майлино тогда был рабочим поселком для путейцев, но библиотека, открытая в школе, обслуживала и строителей будущего города. Первой заведующей была Нина Семеновна Суворова. Читателей было очень много. Первое время очень трудно было. В Кустанай надо было ездить, машины нету. Двумя упаковками книг приезжала. Сколько лет вы проработали в библиотеке? С 64 года по 86. В начале 70-х в Лисаковске построили несколько однотипных зданий, предназначенных под учреждения быта. В этом, например, работало ателье. В 1976 году оно съехало, а помещение отдали библиотеке. С тех пор первая, а впоследствии Центральная городская библиотека свой адрес больше не меняла. В 1968 году заведующей первой городской библиотекой стала Светлана Петровна Шульга, проработавшая в этой должности 17 лет. Она же и возглавила впоследствии централизованную библиотечную систему. Лисаковск строился, число жителей неизменно росло, увеличилось и число читателей. В связи с этим стали открываться новые библиотеки-филиалы. Создали свои профсоюзные библиотеки и градообразующие предприятия «Аркен» и Трест Лисаковск-Рудстрой. В 1978 году сеть государственных библиотек была объединена в централизованную библиотечную систему. На тот момент было уже 6 филиалов – центральная и детская библиотеки. Библиотека филиал номер 1 находилась в поселке Октябрьский, филиал номер 2 в 4-м микрорайоне, сегодня это здание «Континента». Третий филиал занимал квартиру по адресу 320. Филиал номер 4 находился в общежитии 640, пятый филиал на станции Майлина, а шестой не имел собственного помещения и располагался во втором филиале. Между тем, в Центральной библиотеке появились новые отделы – комплектование и обработки литературы, единого фонда, межбиблиотечный абонемент, методико-библиографический отдел и отдел обслуживания. Штат увеличился с 2 человек до 12. Книжный фонд уже составлял 28 тысяч экземпляров, а число читателей – 3500 человек. В библиотеку они приходили не только за знаниями, но и за новостями. Тогда выписывалось более 200 наименований газет и журналов. В 1987 году Светлана Петровна Шульга уходит на повышение, она возглавила городской отдел культуры, а на должность директора централизованной библиотечной системы на общем собрании коллектива была избрана Валентина Федоровна Седых. Начало 90-х. Начинается распад СССР. Вместе со страной библиотеки переживают не лучшие времена. Закрываются филиалы, происходит сокращение штата и бюджета. В это время директором ЦБС становится Светлана Михайловна Хайруллина. В 1995 году остро встает вопрос о сохранности фонда, который практически не пополняется. Вместе с библиотекарями ответственность за него разделили и читатели. Ужесточен контроль за выдачей литературы. За каждый просроченный читателями день взимают с задолженников 1% от стоимости книги. Это тоже была прибыль. Но было много других платных услуг. Например, одно из интересных – обслуживание предприятий. Мы давно, всю жизнь вообще библиотеки работают со всеми предприятиями. Пункты выдачи, они сегодня у нас есть, да. А вот в тот период мы обслуживали предприятия платно. Мы вообще начинали с платной услуги, мы начали с компьютерных игр, которые изначально нам даже их собрали. Покупали какие-то компоненты и все это собрали, эти игры. И вот этими компьютерными играми первые деньги заработали на них. Был еще очень хорошо в центральной, например, библиотеке работал платный абонемент.
То есть литературы было не так много, а читатели все хотели читать. Были очереди на какие-то книги. И поэтому мы потом закупили на свои деньги, мы закупили книги дефицитные, ну, такие, более читаемые, да, которых в библиотеке было не так много. Мы закупали, и выдавались эти книги на 5 дней за плату определенную. Это была небольшая плата, но тем не менее. Мы еще печатали, раньше не было интернета, мало где можно было найти различные рецепты, интересные салаты, торты печь и так далее. Мы печатали, мы выбирали все это на машинке, потом нам типография отпечатывала такие брошюрки, и мы эти брошюрки тоже продавали. Это пользовалось большим спросом. Ну, не только рецепты, мы еще и делали различные такие листовочки небольшие, маски по уходу за лицом, там, по уходу за руками и так далее, и так далее. То есть всякие полезные советы. У нас это все было в руках, у нас были книги, а мы еще, когда купили ксерокс потом, большой ксерокс, мы очень много зарабатывали на ксерокопиях, потому что люди ксерили все. Кто-то вышивки, кто-то вязание там ксерили. Вот, кстати, очень хороший ксерокс до сих пор работает. Потом мы проводили платные мероприятия. Было много молодых, интересных людей. У нас работала Наташа Жуланова, которая хорошо пела. И все это, конечно, украшало вечер. Мы ходили в профилактории, к нам приходили с предприятий, и мы зарабатывали деньги. Мы даже, знаете, такая была еще очень интересная форма, мы даже лотерейные билеты проверяли. Даже так? Даже так. То есть это был спрос, тогда лотерейные билеты многие покупали. Но это в конце 80-х где-то такие были услуги. Но это недолго у нас было, но тем не менее было. И все это в копилку собиралось. Эти деньги, которые вы выручали, вы на них покупали книги? Не только. Не только. Например, вот в одном из отчетов я читаю, что из фонда, заработанных платными услугами, на День библиотекаря весь коллектив был премирован. Библиотекари продолжают зарабатывать, меняя и дополняя перечень платных услуг. Параллельно ищут пути финансирования из негосударственных источников. В частности, например, мы работали с фондом «Сорос Казахстан». Неоднократно наши работники выезжали благодаря этому фонду «Сорос» на повышение квалификации, который фонд полностью оплачивал. Я сама, например, ездила дважды. Это был определен такой небольшой конкурс, мы писали работы и отбирали, уже лучшие работы отбирали. И также мы с ними работали по комплектованию книжного фонда. То есть был такой проект «Пушкинская библиотека», в котором мы тоже поучаствовали, в которой это в течение 3 лет комплектовалась библиотека с помощью фонда «Сорос Казахстан». Там было... Первый год большую часть оплачивали, по-моему, 70% фонд, оплачивал 30% местный бюджет. Второй год это было равно 50/50. И третий год наоборот. Мы уже 70%, а не 30%. За счет этого библиотеки получили очень хорошие книги. Это была классика в основном. И до сих пор у нас в фонде есть эти книги. Канадский фонд вышли сами на нас и предложили нам, вот по тем временам мы получили 330 канадских долларов. Это была достаточно приличная сумма. И мы закупили на эти деньги книги. Но единственное условие, которое они нам предложили, чтобы мы купили несколько книг на английском языке. Потом у нас работало, например, у нас в библиотеке работало 4 производственные бригады. Было вот такое у нас даже. То есть это был такой хороший очень стимул для того, чтобы работать больше, делать больше того, что ты делаешь. Вот 4 бригады работало. И это очень серьезно мы подходили к тому, как оплачивать, кому доплачивать, кому не доплачивать. Это заседали, во-первых, писался отчет, кто что сделал за этот месяц. И тот, кто действительно внес больший вклад, он получал большую награду. Елизавета Викторовна возглавила Лисаковскую централизованную библиотечную систему в 2013 году. К тому времени Центральной библиотеке уже был присвоен статус модельной. Модельная библиотека – это пример того, какова должна быть библиотека. Правда, немножечко там мы были хуже оснащены в материальном плане, поэтому на следующий год очень хорошо у нас и мебель поменяли, и компьютеры добавили. И на сегодня библиотека соответствует всем требованиям, которые должны быть в модельной библиотеке. Очередная смена руководства произошла в августе 2020 года. Елизавета Викторовна вышла на заслуженный отдых, а директором назначена Салтанат Тимирхановна Кажанова. На сегодняшний день книжный фонд нашей ЦБС составляет более 92 тысяч экземпляров. Из них на казахском языке более 25 тысяч. Главное сокровище библиотеки – это, конечно же, люди. Это наш коллектив,
У нас очень сплоченная, дружная команда творческих личностей. На каждого можно положиться в трудную минуту. Каждый работник подходит к своему делу со всей ответственностью. Каждому мероприятию они что-то придумывают свое, ищут какую-то изюминку. Мы проводим очень много мероприятий за последние 1,5 года, можно сказать. Готовим большое количество онлайн-мероприятий, все их можно увидеть в сети интернет. В прошлом году у нас появился платный хостинг. Теперь наш сайт официальный, сайт ЦБС, работает в другом формате, работает на 3 языках. На этом сайте можно найти всю информацию о нас, все мероприятия, новости. Помимо официального сайта, у нашей библиотеки, у центральной, есть свои странички в социальных сетях. Это Инстаграм, Фейсбук, ВКонтакте, Одноклассники. И также есть свой канал на YouTube. Мы активно принимаем участие в жизни города, общественной жизни, в субботники, какие-то городские мероприятия, День города, карнавалы. Кроме этого, мы каждому празднику готовим выставки. Проходят они обычно в городском центре культуры и спорта. Мы активно сотрудничаем с предприятиями и организациями города. У нас есть пункты выдачи. Мы выносим свой фонд на пунктах выдачи по организациям города. С 2020 года Центральная библиотека начала работать с нашими коллегами из города Тавды, Свердловской области Российской Федерации. То есть мы запустили проект международного сотрудничества. В прошлом году мы работали в рамках празднования 175-летия Абая Кунанбаева. Проект назывался «Читаем вместе Абая Пушкина». В этом году у нас немножко другой формат. Проект называется «Библиотека. Хранитель культурного наследия». В рамках этого проекта уже прошли несколько мероприятий. Все они проходят в онлайн-формате. То есть у нас происходит обмен мероприятиями. В ближайшем будущем мы планируем открыть на базе Центральной библиотеки коворкинг-центр, то есть центр досуга и знаний для молодежи. Для коворкинга мы приобрели новую мебель, есть игры настольные, телевизор, ноутбуки, МФУ, то есть созданы все условия для образования и досуга молодежи, той молодежи, которая будет приходить в коворкинг-центр. В период пандемии библиотекари стали активно развивать новые компьютерные программы для создания онлайн-мероприятий. Мы не стоим на месте, а постоянно учимся новому, стараясь идти в ногу со временем и делая библиотеку центром культуры, куда всегда хочется приходить. Я обязательно вам вернусь.